По всей России сегодня отмечают уникальный праздник, посвященный литературе и книгам – День чтения. Впервые его стали отмечать в 2007-м. Тогда, 24 ноября, была принята национальная программа чтения. Сама книга с самого своего появления стала хранилищем знаний и истории. В ней накопленный вековой опыт человечества. Будь то это произведения классиков, научные труды ученых или даже технические записи. Считается, что читающий человек имеет больший объем памяти, быстрее анализирует информацию, обладает творческим воображением и ясно излагает свои мысли. Наша съемочная группа решила проверить, насколько читающими являются жители столицы. Последний раз я прочитала это «Мастер и Маргарита». Это вот в прошлом году фильм вышел. Я решила восстановить, так сказать, в памяти. Вот такую книгу прочитала. Очень полезно читать книги. Во-первых, это память очень хорошо восстанавливает память, укрепляет память. И самое главное, чтение – это оно способствует грамотности. Когда ты читаешь, ты видишь, как пишется это слово, оно у тебя в памяти остается, и потом уже ты не будешь делать ошибок, когда будешь даже печатать на компьютере это слово. Думаю, детектив, научная фантастика, все, что относится к людям 20 и 30 лет. Я редко читаю книги. Ни разу. Мне больше нравится фэнтези, и моя любимая книга – это «Дом странных детей мисс Сапсан». Еще читала Дориана Грея. Мне не очень понравилось, если честно. Фэнтези читала, там Гарри Поттера по базе. Я вообще сейчас не читаю, а читала. Лескова читала, Лескова любила. Вот. И Вальтер Скотт. Это очень хорошо, что обратно возвращаемся к чтению книг. Потому что поколение молодежи, которое сейчас в школах учится, и потом заканчивают даже технические вузы, например, любые вузы, они разговаривать не умеют. И это связано с чтением книг. Художественной литературы, публицистики, любых книг, кроме гаджетов. Это связано с культурой речи. Честно, не читаю вообще. Фильмы и сериалы интереснее мне, чем книги читать. Детектив, что-то такое. То есть криминал, вот такое читаю.